Андрей Львович, расскажите о результатах деятельности Министерства юстиции за 2023 год. Господин президент, в соответствии с положением о Министерстве юстиции, утвержденным постановлением правительства, Министерство юстиции продолжает свою работу. Действительно, 2023 прошедший год был годом достаточно напряженным. Основные силы прошедшего года были сконцентрированы в первую очередь на систематизацию системных преобразований и попытки собрать комплексно все наработки для того, чтобы наступивший 2024 год был, или попытаться сделать так, чтобы был показательным. За отчетный период Министерством юстиции выполнен следующий объем работы. В регистрационном смысле этого слова зарегистрировано при создании 580 юридических лиц. Для сравнения, 2022 год – это 510 юридических лиц. Также в единый госреестр индивидуальных предпринимателей было внесено 1291 физическое лицо, в то время как на 2022 год цифра была примерно такая же – 1251 человек. Внесены записи в единый госреестр об индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности 33 человека, ну и об изменении 17 человек. Зарегистрировано 2 средства массовой информации, из них 1 интернет-сайт и 1 журнал, а также выданы лицензии, 3 лицензии на вещание. Сертификационная комиссия Министерства юстиции, было ею принято решение о признании благотворительного статуса за 8 организациями. Также в реестр адвокатов было внесено 2 человека, в то время как на 2022 год в этот реестр было внесено 13 человек. Ключевым направлением центрального аппарата Министерства юстиции, конечно же, является экспертиза нормативно-правовых актов. В 2023 году осуществлена юридическая экспертиза 489 проектов. Для сравнения, в 2022 году это 455 проектов. Также выдано 212 заключений о сдаче экзамена на знание основных положений Конституции для претендентов на гражданство Республики Абхазия. Проставлено штампов гражданин Республики Абхазия 1151, в то время как на 2022 год это 1373 штампа. Выдано 710 справок об отсутствии или наличии в частной собственности жилья, приобретенного ранее из Государственного реестра жилищного фонда, а также легализовано 2229 документов иностранных, в то время как в 2022 году 2083 документа. Поступило 530 международных запросов по вопросам оказания правовой помощи, и на все эти запросы были даны ответы в соответствии с текущим регламентом. Отдельным направлением, как вам известно, является оцифровка записи актов гражданского состояния Министерства юстиции. Я вам докладывал о том, что общее количество по описи записи актов гражданского состояния составляет 850 тысяч. Мы говорили о том, что это очень серьезный объем, требующий специального внимания. Для того, чтобы эта работа не стояла на месте, мы попытались имеющимися силами взяться за эту работу. На период сегодняшнего отчета было в общей сложности оцифровано 8753 актовые записи. В прошлом году мы успели всего лишь 1233 актовые записи оцифровать. Динамика, конечно, есть. Несмотря на это, вопрос, конечно, очень сложный. На данном этапе мы осуществляем эту работу без привлечения дополнительных бюджетных средств, делаем это своими силами. Коли я затронул этот вопрос, доложу вам о том, что в прошлом году на Петербургском международном юридическом форуме были достигнуты с коллегами-партнерами из Российской Федерации предварительные договоренности об оказании содействия в этом вопросе. В Российской Федерации процесс оцифровки записи актов гражданского состояния был завершен. Примерная скорость оцифровки у них составляла порядка 50 тысяч актовых записей в рабочий день.
Мы имеем предварительные договоренности о том, чтобы с нами поделились опытом. Здесь речь идет о привлечении, конечно же, специальной техники, которая может сканировать данные документы, превращать их в текстовый формат обязательно. Это нужно для поисковых возможностей. И в дальнейшем, вот в этом году, планируем выйти на итоговые договоренности и попытаться уже реализовать этот проект. Конечно, все будет зависеть, Аслан Георгиевич, от тех возможностей, которые у нас будут в рамках этого переговорного процесса. В ближайшее время планируем встретиться и более предметно на эту тему поговорить. В 2023 году за отчетный период государственными нотариусами было совершено 38 тысяч нотариальных действий. За 2022 год цифра примерно та же самая, 38 732. В этом ключе должен вам доложить о том, что мы попытались предпринять небольшую попытку облегчить гражданину получение услуги. Значит, в городе Сухум и Сухумском районе нотариальные конторы были снабжены терминалами оплаты государственной пошлины. Этот проект мы также реализовали без привлечения бюджетных ассигнований. Значит, один из наших абхазских банков любезно согласился, реализуя свои собственные возможности, закупить и установить непосредственно терминалы. На этих терминалах была установлена программа, которая позволяет оплатить государственную пошлину, не выходя из государственной нотариальной конторы. Планируем в этом году продолжить эту работу и попытаться оснастить государственные нотариальные конторы и органы ЗАГС по всей территории Республики Абхазия. В 2023 году органами ЗАГС Республики было осуществлено 4697 регистрационных актов гражданского состояния. Цифра примерно такая же, как и в 2022 году, 4875. Здесь, наверное, было бы интересно доложить вам более подробно. Значит, акты гражданского состояния о рождении 1064, когда в 2022 году 1149, о смерти 1589, когда в 2022 году 2014, о заключении брака 735, в 2022 году 885. Расторжений брака 678, в 2022 году 251. В 2023 году по кодам бюджетной классификации доходов, администрируемых Министерством юстиции, поступления составили 53 миллиона рублей, в то время как в 2022 году эти поступления составили 34 миллиона рублей, то есть налицо увеличение поступлений. В общеметодическом смысле изменения системы администрирования работы Министерства юстиции и структурных подразделений мы приняли для себя решение, вот как я вам уже докладывал, подготовить ряд нормативно-правовых актов ведомственного администрирования, которые помогли бы обобщить опыт, систематизировать работу и выйти на так называемые коэффициенты эффективности. В этом ключе были подготовлены организационно-распорядительные документы, направленные на, во-первых, совершенствование деятельности Министерства юстиции и обеспечение более эффективного взаимодействия непосредственно отделов Министерства юстиции и руководства структурных подразделений подведомственных Министерству юстиции. Обеспечение более эффективной организации деятельности службы судебных исполнителей Министерства юстиции. Здесь работа очень серьезно перестраивается. В этом году планируем ощутить первые серьезные результаты перестроения системы работы в службе судебных исполнителей. Обеспечение соблюдения сотрудниками службы судебных исполнителей законности, гарантированных Конституцией прав граждан, интересов граждан, а также соблюдение требований непосредственно правил осуществления производства. И совершенствование организации формирования и представления в Минюс сведений о результатах деятельности службы судисполнителей. Позволю занять ваше время в этом контексте. Дело в том, что для понимания системных преобразований необходимо иметь по возможности максимально точные данные. Если мы имеем в плане
попытаться выйти на создание электронной системы исполнительного производства, но это вопрос перспективы, мы над этим вопросом работаем. На данном этапе мы попытались создать нормативно-правовое регулирование в форме персональной отчетности в виде специальных таблиц. Персональная отчетность судебного исполнителя, которая ведется ежедневно, дальше она собирается в территориальную персональную отчетность, и территориальная персональная отчетность в такой же таблице собирается в непосредственно ведомственной отчетности. В этой связи мы в этом году видим более точные цифры. Мы видим более точные направления, в рамках которых необходимо усилить работу службы судисполнителей, и видим направления, по которым периодичность платежей необходимо контролировать, исходя из особенностей территории, исполнителя и других обстоятельств. В этом ключе, еще раз говорю о том, что планируем увидеть результаты в этом 2024 году. Обязательно представим вам эту таблицу с точными данными. Сотрудники Министерства юстиции совместно с абхазскими дипломатами проходили курсы повышения квалификации в дипломатической академии. Сотрудники Минюста завершили образовательную программу по повышению курсов, провайдером которого выступил Северокавказский государственный университет, направление гражданская служба, правовые основы, профессиональные компетенции. Стараемся в рамках имеющихся возможностей уделять достаточное внимание повышению квалификации отдельно взятого сотрудника в связи с тем, что повышение квалификации непосредственно отражается на работе, на эффективности работы, на быстроте принимаемых решений и многое-многое другое. В рамках международного сотрудничества Минюст продолжает работу. С 11 по 13 мая 2023 года Министерство юстиции по приглашению министра юстиции Российской Федерации Константина Анатольевича Чученко принимало участие в 11-м Петербургском международном юридическом форуме. Безусловно, данная площадка является крупнейшей международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным юридическим сообществом. Мы обратили внимание на то, что главная тема форума и непосредственно пленарного заседания была суверенитет в праве. Безусловно, глобальные изменения в мире и право неразрывно связаны, и рассуждения в этом контексте были, на наш взгляд, достаточно актуальными, особенно актуальными для Республики Абхазия, как для молодого государства. Деловая программа включала в себя более 120 мероприятий по 6 направлениям. В программе принимали участие 20 министров по всему миру, в том числе и представители органов власти 34 государств. Как я уже говорил ранее, именно на полях этого форума удается достичь наиболее предметных договоренностей по ряду вопросов взаимодействия. Также 17 октября 2023 года замминистра принимал участие в заседании рабочей группы по вопросам реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства. Своевременно и в полном объеме, господин президент, исполнены международные обязательства Министерства юстиции Республики Абхазия в рамках подписанных соглашений. Здесь речь идет о меморандуме между Минюстом России и Минюстом Абхазии о сотрудничестве в области гармонизации правового регулирования некоммерческих организаций и иностранных агентов и план-график гармонизации правового регулирования в данной сфере. Наши международные обязательства выполнены, все подготовлено в рамках установленного плана графика. Сотрудничество было основано на необходимости получения опыта Российской Федерации в этой области. Наши партнеры любезно поделились с нами этим опытом, и мы отразили это в тех проектах, которые были направлены вам на согласование. С вашего позволения, отдельно хочу проговорить о направлении деятельности службы судебных исполнителей Министерства юстиции. За отчетный период 2023 года общая сумма фактического взыскания составила 202 миллиона 648 тысяч рублей, а также сумма оконченных и прекращенных исполнительных производств по иным основаниям составила 80 миллионов 939 тысяч рублей.
Хочу обратить ваше внимание на годовые показатели предыдущие. 2017 год общая сумма взыскания составила 6 миллионов 300, 2018 год 38 миллионов рублей, 2019 год 34 миллиона рублей и 2020 год 29 миллионов рублей, 2021 год 51 миллион рублей, 2022 год 218 миллионов рублей. 2023 год сумма, как я уже сказал, 202 миллиона рублей. Здесь, уважаемый Аслан Георгиевич, как я вам докладывал на предыдущем отчете, в прошлом году мы говорили о том, что мы очень зависим от материалов, которые к нам поступают, и мы постараемся удержать те цифры, которые были в прошлом году. Мы сумели так или иначе на порядка 95% сохранить эти показатели работы. Но в этом году, в связи с тем, что у нас были запланированы и реализованы существенные системные преобразования в работе самой службы, я готов вам сказать о том, что мы в 2024 году планируем ощутимое увеличение исполнения по сравнению с предыдущим годом. В то же время позволю себе отметить, что за период с 2017 по 2020, середину 2020 года общая сумма взыскания составила порядка 80 миллионов рублей. За 4 года. С 17 по 20. С 17 по середину 2020 года, в этот период. А с середины 2020 года по конец 2023 года, за период работы уже нашей команды, собираемость составила порядка 500 миллионов рублей. Мы планируем эти показатели, динамику роста сохранить. В рамках вопросов международного сотрудничества по линии органов исполнительного производства, как вам известно, в мае прошедшего года прошла совместная рабочая встреча делегации Министерства юстиции Республики Абхазия и Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации. Приезжал лично руководитель господин Арестов. В рамках данной встречи, которая сначала проходила в городе Сочи, потом наши встречи продолжились в Республике Абхазия, мы говорили о возможностях обмена опытом. Конечно, ключевым для нас вопросом было перенятие опыта системы электронного исполнительного производства. Это очень важная программа. Есть предварительные договоренности. В этом году планируем провести уже предметные встречи и обсудить конкретные формы взаимодействия. В ходе встречи был запрос и уже подготовлен меморандум и программа сотрудничества между Федеральной службой приставов и Министерством юстиции. Меморандум подготовлен, будет согласован с вами и в том числе представим его для изучения общественности. Также, уважаемый Аслан Георгиевич, продолжает работу Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Абхазия. За 2023 год институтом было выполнено 355 экспертиз. Из них, к примеру, судебно-медицинская экспертиза 14, почерковедческая экспертиза 23, автотехническая экспертиза, самая масштабная, 288, товароведческая 2, автотехническая экспертиза по техническому состоянию автотранспортных средств 8, автотовароведческая 13, бухгалтерская 5 и психологическая экспертиза 2. В этом направлении продолжаем работать. Ключевым для нас моментом является то, что аттестация данных экспертов с прошлого года происходит непосредственно в Республике Абхазия. Создана квалифицированная комиссия, которая обладает необходимым опытом и необходимыми знаниями для аттестации данных сотрудников. Андрей Львович, расскажите, 3 лицензии выданы на вещание кому? Лицензии на вещание выдаются организациям, которые обращаются в Министерство юстиции в целях сначала регистрации в качестве средства массовой информации и планируют вещание на радиочастотах в радиоэфире. Это радиовещание? Да. Об этом речь идет? Да, мы проводим согласование с уполномоченным органом, получаем соответствующие разрешения и после этого выдаем непосредственно регистрирующий документ. Понятно. И эти обратившиеся уже функционируют? Затрудняюсь ответить, документы выданы, а там дальше. А надо бы посмотреть, работают они или нет. Если работают, то как? Носителем каких традиций они являются?
Так точно. Теперь, что касается регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы в прошлом году с вами говорили о том, что нам необходимо этот процесс по максимуму упростить и сделать его удобным для тех, кто хочет заниматься у нас здесь предпринимательской деятельностью. Так ли обстоят дела? Как с этим? Что у нас изменилось? На данном этапе, не в прошлом, а в позапрошлом году, мы реализовали проект по оцифровке данных Единого госреестра индивидуальных предпринимателей и данных Единого госреестра юридических лиц. Для нас это является очень серьезной платформой, основой для предоставления возможности более комфортного, упрощенного процесса регистрации как юридического лица, так и индивидуального предпринимателя. В том числе нами была предпринята попытка, в тестовом режиме мы запустили на сайте Министерства юстиции раздел, в котором гражданин может через этот раздел подать документы на регистрацию индивидуального предпринимателя. Разумеется, мы предполагали, что это будет удобно, это будет комфортно. Но столкнулись, Аслан Георгиевич, с проблемами компетентностного характера. Такого рода программы должны быть, достаточным образом защищены, эти программы должны качественно работать. И когда у нас в тестовом режиме пошли обращения, мы поняли, что программа, созданная нашими силами, еще раз подчеркиваю, без привлечения дополнительных бюджетных средств, программа дала определенные сбои, и мы побоялись за потерю персональных данных и на данном этапе приостановили этот процесс. Именно в этой связи мы считаем важным реализацию процесса оцифровки записи актов гражданского состояния. Когда у нас будут первичные данные, нам будет легче завести единую систему, которая поможет комфортно и удобно гражданину открыть индивидуальное предприятие. Если говорить о более комфортных условиях открытия регистрации юридического лица, здесь, Аслан Георгиевич, ситуация чуть сложнее, потому что законодательство о регистрации юридических лиц, оно более сложное. Необходимо подготовить, например, устав организации, который должен отвечать требованиям закона. В этой связи, конечно, наиболее оптимальным является внедрение технологии так называемого электронного устава, когда гражданин может зайти на Министерство юстиции и, отвечая там на определенные вопросы, в конечном итоге компьютер сам ему формирует итоговый документ, который будет называться устав. Данная программа является очень сложной по созданию и сложной по внедрению непосредственно на сайт Министерства юстиции. Мы в этом направлении вели ряд переговоров. Есть компании, IT-компании, которые готовы предоставить возможность такой программы, в дальнейшем, конечно, эту программу необходимо обслуживать. Но мы испытываем в этом плане пока определенные страхи, потому что все эти компании, они не наши, не национальные, а все эти предложения зарубежные. Нам известно в рамках Госкомитета по связям и массовым коммуникациям ведутся разработки создания единой системы электронного документооборота, и мы предполагаем, что когда вот эта закрытая локальная система будет готова, мы эту программу уже сможем внедрить туда. Возросло количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по сравнению с 2022 годом, так? Да. На сколько процентов? Количество зарегистрированных юридических лиц в 2023 году 580, в 2022 году 510. А количество индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в 2023 году 1291, в 2022 году 1251. Понятно. Значит, есть там значительный рост по юрлицам, около 16%. Это хорошая цифра. Хорошо. Благодарю за работу.